были мои первые трупы. На тот момент я работала в следственном отделе Увделенского района. Произошел пожар. В частном доме. В доме находились двое женщин. Одна женщина была неходячая, вторая немножко, наверное, употребляла спиртные напитки, и случился пожар. Это был зимний период. Мне абсолютно не было страшно. У меня была цель, чтобы пожарные быстрее потушили пожар и вытащить с погорелого дома трупы женщин, чтобы хотя бы остались тела, чтобы родственники могли их достойно похоронить. Да? Трупы были в таком состоянии, что мышечная масса отделялась от костей, но мы с экспертом работали совместно, вынесли трупы, произвели осмотр, все. Поэтому абсолютно не было страшно, потому что чувство долга преобладает в таких случаях. У меня была бабушка, ныне она покойная, это мама моего отца. Она была первой судьей в Караколе, поэтому уже когда она прожила определенный возраст, она с отцом поговорила и попросила кого-нибудь из его детей направить, чтобы работали в органах правоохранительных. На тот момент я также активно занималась спортом, и само собой получилось, что этим человеком явилась я. Вот и с 1998 года впервые я поступила в РУЦ, и оттуда моя деятельность по сегодняшний день продолжается. Сейчас я являюсь старшим следователем по особо важным делам Следственной службы ГУВД города Бишкек. Расследую дела особо тяжкие, в том числе дела, касающиеся врачебных ошибок, мошенничества в особо крупных размерах. Но круг расследования моих уголовных дел весьма разнообразный. Первый труп в академии был. Ездили в морг на вскрытие. Тогда вот первый труп увидела. В этой работе вообще не страшно, точно. Привычно, нормально. Первое мое уголовное дело — это грабеж был. Парень подбежал к машине, в машине сидела девушка, вырвал из рук телефон и убежал. Это был мой первый наряд, то есть тогда в первый раз заступила в наряд. Утром девушка заявление написала, вечером оперативники нашли его, чисто случайно на площади его нашли по ориентировке и доставили в этот же день. Он сам молодой был, и как бы на одном уровне с ним общались, то есть я с ним в простой форме общаюсь, он со мной в простой форме общается, нормально было. Я всегда хотела работать с преступниками, гоняться, задерживать их. Ну и этим обычно занимается оперсостав, но так как я все время нахожусь в активных движениях, мне нужен азарт, мне нужно добиться раскрытия дела, которое поручают. Я делаю все возможное и даже иногда невозможное, чтобы действительно привлечь к ответственности тех лиц, которые совершают такие ужасные преступления, от которых страдает большинство наших простых граждан, которые далеки от юриспруденции и не знают, какие меры, куда, как обратиться и как решить свою возникшую проблему. Поэтому мы созданы для этого, чтобы помогать людям. В милиции вообще в академии с 2019 года закончила в прошлом году. То есть с 2023 года я уже на должности следователя в УВД Свердловского района города Бишкек. В милиции женщин работают те, которые действительно имеют жесткий характер, настырные, и те, которые ставят перед собой цель, чтобы добиться до конца, довести начатое дело. Поэтому
в милиции, я думаю, женщины никак ни в гендерном, ни в другом ракурсе никак не принижены. Женщины даже иногда бывают сильнее, чем мужчины. Дискриминации какой-либо нету. У нас еще с академских годов пошло то, что женщина и мужчина на одном уровне. Может быть, мужского коллектива больше, но женщины все равно как-то украшают работу милиции, поэтому женщины должны быть в этой работе. По нашим современным меркам нельзя определять, что милиция – это только мужская работа. Женщины у нас сейчас очень образованные, очень умные, стремительные, поэтому я не думаю, что в нашей милиции достойно работать только мужчины. Женщины тоже достойны работать в милиции, да? В работе нравится коллектив, работа с людьми, постоянное общение, постоянно узнаешь что-то новое, расследуешь разные дела уголовные, разные ситуации. Нет вот этой рутины какой-либо, скучности, то есть интересно. В наших органах милиции к женщинам такое же отношение, как и к мужчинам. Требования такие же. И женщины иногда даже лучше соблюдают нормы в исполнительской дисциплине. И, в общем, в милиции женщины ведут себя достойно. Дискриминации не было. Может быть, говорили, зачем тебе туда идти. Но все равно, когда на работу уже приходишь, коллектив тебя принимает как свою. То есть нет такого деления, там, мужчина и женщина. Нигде не написано, что только женщина должна заниматься после работы домашними делами, смотреть за детьми, воспитанием их заниматься, родственников их встречать и положительно с улыбками провожать, встречать, да. Я думаю, мужчина в этом плане должен полностью всесторонне женщине помогать и не делать такой вид, что он пришел с работы и только он устал, и только он работает, в то время как женщина после работы приходит, занимается стиркой, уборкой, готовкой, себя надо еще привести в порядок. Муж, как ребенок, тоже приходит и говорит, я устал, тоже как ребенок ведет. Поэтому женщине очень тяжело, и мужчины бы чуть-чуть исправились бы в положительную сторону и правильно восприняли бы, что женщина намного больше работает, нежели мужчина. Да? Женщины не так сильно углубляются в работу, отвлекаются на быт, то есть уходят в семью, поэтому нет женщин-генералов.